Добрый вечер, друзья! В эфире очередной выпуск программы «Дугма Театр». Время и театр. Время идет и в театре, привнося свои коррективы, открывая нам новые лица талантов. Но хорошо забытое старое, как мы знаем, есть, новое иногда. Как можно забыть, имея прекрасное будущее сегодня, забыть прекрасное завтра? И именно так я начала передачу неспроста, поскольку у нас сегодня в гостях юбилярша Фатима Сергеевна Квезерова, которая является обладательницей сразу 3, а даже больше наград. Она заслуженная актриса Северной Осетии, Южной Осетии, народная артистка Южной Осетии. И награды, конечно, ее еще мы будем освещать, продолжать. Но главное в жизни актрисы, за плечами которой более 50 ролей в разных спектаклях, причем в самых разных жанрах. Она прекрасно, мастерски может сыграть в комедии, в трагедии, в сказке, быть любимицей публики. Лауреат международного фестиваля в Тбилиси, городских, районных театров. И человек, за плечами которого энное количество плодотворных лет, проведенных в театре. И на этом, конечно, ипостась ее многогранной натуры не ограничивается. Она продолжает творить и в других профессиях, таких как ремесло, например, или постигать поэтические высоты. И все это ей удается с какой-то легкой романтичностью и при этом любви к жизни. Итак, у нас в гостях Фатима Сергеевна Квезерова. Здравствуйте. Здравствуйте. С юбилеем вас поздравляем. Спасибо. Прежде всего, здоровья вам, вдохновения неисчерпаемого и красоты, которой вас не обделила природа. Спасибо. И все-таки с чем вы сегодня встречаете свой юбилей? Какие ощущения вы испытываете с высоты вашего возраста? Удивительно то, что когда человеку исполняется там 30 или 40, это бывает как-то шоковое состояние. Вай, я старею. А потом как-то то ли человек мудреет, то ли смиряется, я не знаю. Но прекрасно я встретила юбилей. Вообще, я считаю себя счастливым человеком. Ну, все относительно в этом мире, конечно. Но, как говорится, слово и мысли материальны. Я уже не говорю о поступках. И поэтому нужно всегда мыслить позитивно. Так что у меня все хорошо. Хочется очень много. Ну, что скрывать? Даже в мои годы самое главное для женщины – женское счастье. Я благодарна Богу, что я испытала радость материнства, радость того, что я уже бабушка. И все-таки Бог удивительный. Куда я схожу? Это такое счастье испытать, счастье материнства и счастье быть бабушкой, что вот многие говорят, в шардам смысл, най. Это уже смысл. Да, частица тану вахтой да феста. Вот да феста ну вахтой охамштыр орзун зинат. Так что тема я хостер. Да, хотелось бы, чтобы рядом был достойный
человек, который бы поддерживал, с кем бы мы понимали друг друга, поддерживали друг друга, естественно, любили друг друга. Без этого никак. Вот. Второе – это, конечно, профессиональная сторона. Хотелось бы сыграть больше ролей. И учитывая то, что у меня вот такой характер спортивный, энергичный, я бы хотела сыграть вот такие роли. Я не знаю. Более динамичный. Да, да, чтобы... Потому что сейчас такое время, во-первых, никого ничем ты уже не удивишь. Уже раз так грошедис, когда вот раздар спектакль, таудундер хурзудесты. Но сейчас нужны более вот такие какие-то, чтобы удивить зрителя, чтобы порадовать зрителя. А таких пьес мало. Уже и пишут, в принципе. Мало, да. Вот, так что вот это моя мечта, сыграть еще вот такую роль. Ну, я играю сейчас такую современную старушку в этом спектакле «Демек Хорзай». Вот. Но ну, хотелось бы более молодой дорогой. Я поняла одну такую простую истину. Вот есть две категории людей. Одни проходят испытания, трудности и озлобляются. Они обвиняют всех, кроме себя, в своих несчастьях и неудачах. И вторая категория. Пройдя вот эти испытания, пройдя даже обиды и осуждения в каком-то смысле, но потом, в конце концов, поняв, что человек прежде всего сам виноват в своих неудачах, в своих несчастьях, в своих вообще, ну, все относительно, конечно, и на всякое правило есть исключение. بنتون دخی در قوم ما خوشچن کنای فلا دخی قوم آخوشچن کنای в хорошем смысле. В таки не قوم постоянно дохи کنای унижет کنای. Нет, понять, вот я была виновата в этом, а потом простить себя и порадоваться тому, что ты наконец это поняла. Оказывается, это все просто. Что посеешь, что и пожнешь. Все. И не надо никого винить. И надо радоваться дальше жизни, что ты прошла этот этап. И ты поняла, что вот эту мудрость. Я, скорее всего, вот это мне дает и энергичность, и выгляжу я моложе своих лет. Вот многим я говорю иногда, я говорю, у меня есть фотографии, где я в 40 лет в некоторых фотографиях выгляжу старше, чем сейчас, потому что я тогда осуждала весь белый свет в своих несчастьях. То есть негатив отражается? Конечно. Вот и иногда врачи говорят, уйма бохар. Твой организм – самый лучший индикатор во всех отношениях. Вот что хочешь, то и кушай. Вот твой организм тебе говорит, вот это я хочу, вот это. Так и красота. Изнутри даже. Какие бы дорогие крема не были, ничего тебе не помогут. Если внутри у тебя будет яд. Фатима Сергеевна, вот сегодня все-таки больше вас ассоциируют как с комедийной актрисой. А вот вы сами себя как ощущаете и в каком направлении, в жанре вам более комфортнее работать? Знаете, как ни парадоксально, когда я узнала, я очень удивилась, потому что зрители обычно так рассуждают, что трагедию труднее играть. Оказывается, все пришли к выводу, все великие режиссеры, что комедию играть труднее.
Но, с другой стороны, комедию легче играть в том отношении, что ты радуешься. Это всегда приятнее, чем плакать, чем... Да, но заметьте, я вот сама заметила, что в каждой вашей комедийной роли есть еще и ваша импровизация. Это вас очень выделяет. Я обожаю импровизацию. Ну, без импровизации никак. Это... Вот, так что, в принципе, я люблю играть и комедию, люблю играть и трагедию, но, честно говоря, я люблю комедию, я больше люблю играть. ويومك وشغلك طموك أنا جسور نادنا كرازي فينا نالبات Kitty, mamma iş bentol şıktak fandiyakta. أوه ومن ويولدينا ويمن بعد ندرت جونك كانون لاك بوديما ده ماده خوبت گرتک جدم از اوگه شوگوی ماگو مخصول نباجونگه کنش یمه Erman yersi biz, o evet sıganı zaniş radul poezdil. سک كيتشي كيتشي یه ماده خونر ما هم نه أوه واد ما خنا ملوناي سوام Вахоржи хай, армашти тахтар фашта мафеш дахут. Чарлей ямнартак асавзани вокзалма. Бывает трудно, когда ты уже не так много занята. Но даже в этом я всегда говорю так: все, что не случается, все к лучшему. Вот появились внуки, у меня было больше времени. Я а если бы я была занята, я бы столько времени не уделяла, и они бы ко мне так и не привыкли. Вот. И даже вот сейчас я играю в свои годы, зайчика я играю, там и песая Балта. Вот. И как-то я играла Буратино, это ворона даже костюм я сама себе пошила. Бамбулита, каутер хасан кутун камандер. И вот бохоттунет, бозртама, сабохоттун, вот уже бамбулита это. Маю фастиама копишун танып кутун бамбулита. Маю мафастогма Жан-Жак альма тумма наменч. Маю ма бамбулита урдги колту и тумма скотта каненч. Обал хотфом ма костюм не скотта куты. В зале дети начинали плакать. И как-то, значит, я иду по городу, ну, обычный абсолютно фэшн, и вдруг я вижу вот такие глаза. Свалуния модима рошава. Ну, я люблю смотреть на детей, мамка, сынов, я говорю, и у него глаза, я говорю, я про себя говорю, по-моему, мы босс-то. Я так мимо прошла, и вдруг крик, мама! Джуки, Джуки, мама! Мама, родом Феде, кем доменес Джуки? Она меня узнала. Мама Джуки из Хотта. Я играла, ну, типа как «Красная шапочка», роль Козыттан, Хундис Бабаяшки. И я там вот героиню играла, маленькую девочку, тоже Кадмошидисма, в общем, ханджила кана сыртай. Нас атарсыма, сам думаю, мечты канен, что это санатарсы. И очередной раз, значит, театр ремонт шидис. ما رابطی تا دنجور دستی سیمنت افتاد داغز مسته و جین قبری افتاد ну وقتی снай нагуди میافتن وقتی царство ему небесное, значит, Георгий Ладикоя зонен содам Маден Жан-Жак има, они постоянно придумывали какие-то вот импровизации. И обычно, ну, там был какой-то монолог, и этот Мама, фескафинч кадам дар мама тости уже чижи тости верту, ну уже на цементис юнген. Мама бабосту юм. Мама хер-хер-ганга зритель там на лостуи. Естественно, должна кричать, орать. И всем было радостно от вот этой неожиданной импровизации.
Так что вот такие моменты очень хорошо То есть у вас запоминаю. получается хорошее такое вот семейное сообщество актеров. Вы как семья иногда дружная, с импровизациями. Да, да. Ну, обычно, когда актер умеет импровизировать. А есть актеры, которые репликой народ, да, и все. Он может растеряться и остановиться. За долгое время работы в театре вам с каким коллективом было проще, ближе? И с режиссерами в том числе. То есть есть какие-нибудь моменты, запоминающие именно вот с тем или иным режиссером в вашем творческом росте? Очень хорошая молодежь. Я же говорю, у нас просто супер коллектив. Я уход на жобртак дрисен кенненч кохе. Хофта мы, ну да, на театр радостный, фела. Зарун театр, дерен энергетика удис. То ли мы пока не привыкли до конца, то ли тогда время было такое. Ну, людям же свойственно вспоминать «Аумхсдаруди». Когда-то другие тоже будут говорить, что «Аумхсдару». А теперь давайте поговорим о той грани вашего таланта, которую лично я открыла для себя совсем недавно. Вы пишете прекрасные стихи, и мало кто об этом знает. И даже играете на гитаре, сочиняете песни. Занимаетесь подделками, и в какой-то промежуток вашей жизни даже этим зарабатывали. Давайте вот об этой грани вашей жизни поговорим. И почитаем, соответственно, стихи. Я даже не знаю, увидел энергию, кашешедис. Я, по-моему, одновременно школой дарю костюм. Я успевала и в театре я была много занята. Вот. Я уже не помню, по-моему, школой дар костюм, менесе дар костюм, и ход тоже фестиваль Масвеллета, первое место бошохсту и театральный детский фестиваль. Масен телевизор сподарит код той школы. Вот. Так что я не знаю. Ну, вот такой у меня характер. А сейчас чем занимаетесь, кроме театра? Ну, я хотим завгета офисен. Но тотана зонен фала на слух музыка дар офисен. Здесь я бою кенен. Не получилось у меня гитара дарон, цус истезорт что кутен. Херен саппивай залина я хузан назарен. Фала я хот озаром байден. Вот. Хотелось бы сегодня послушать ваше произведение, Фатима. Ну, можно стихи почитать. Изначально я написала эти стихи «Габероты дойтил». Я юбилею, я думаю, Господи. Ну, в тайном могиле стихотворение здесь. А потом я решила фештертерекен, он меня вообще целиком посвятить актерам и театру. Цымауа уэмэстер дарамунд азахыл зағма. Кузонай уарзынсты анахин уарсты адам. Цымауа уэмэстер дарамунд азахыл зағма. Куфескуха яварзун қабул мадан. Цымауа уэмэстер дарамунд азахыл зағма. Ды айвады стал яу кусудзай. Цымауа уэмэстер дарамунд азахыл зағма. Кутауай уарст да адаман расулдай. Цымауа уэмэстер дарамунд азахыл зағма. Сәрістірей күзағай азахыл аз цартан. Цымауа уэмэстер дарамунд азахыл зағма. Кухассай цинзинат адаман да қастай. Цымауа уэмэстер дарамунд азахыл. Фарсыз күннайвай да варзун цинат хцайл. Цымауа уэмэстер дарамунд азахыл. Фарсыз куварзайды фыцаджидар хуцава. О айвады варсты цахар судзе, судзе уй мазарда яхцон. О айвады варсты цахар судзе, судзанис и цалымма царон.
Фатима, 3 таких вопроса. Я знаю, что вы очень много читаете и стараетесь жить в ногу со временем. Сегодня ваша книга настольная, какой является? Девиз жизненный. Пожалуйста, поделитесь. Значит, настольная книга, у меня их несколько. Ну, художественная литература, естественно, читаю, но сейчас я очень, можно сказать, заболела эзотерикой. Сейчас такое время, что куда загон. Опять-таки, чуть-чуть тема рахизон. Юзерундлек там мордис. Мадам Святой Августин Мебоцеди, мадам Нафта. Я, говорит, вот-вот умру. Мадам, всю жизнь я искал истину. Искал, говорит, главный закон жизни. Мадам, меня ничего захто. Мне, говорит, сказали, вы, говорит, можете мне ответить. Быстрее, говорит, говорить, я могу умереть. И, говорит, святой Августин сказал, люби и делай все, что хочешь. То есть, почему говорят, Бог есть любовь? Вот сейчас, в это время, мне бывает очень больно и бываю шокирована, когда бират журенч, я понимаю, они прошли через какую-то боль, через какие-то разочарования. Фала, так нельзя говорить. Как? Мир держится на любви. И эти эзотерики все говорят о любви. То есть только через любовь можно познать истину, только через любовь и через страдания, как неудивительно это звучит. Очень многие люди приходят к Богу только через страдания. Очень много людей. Когда нам хорошо, мы забываем, что есть Бог. К сожалению. Так что я читаю эзотерику, значит, Лазарев Сергей Николаевич, читаю Александр Свияж, тоже эзотерик, Лули Вильма, Луиза Хей. Их очень много. Сейчас Валентина Гогут, это я не знаю. Я благодаря им выжила, можно сказать. Удум меня правлет кутуй. Это они мои духовные учителя. Мой девиз у Охам. Все, что не случается, все к лучшему. И любовь спасет мир. Ну что ж, время наше заканчивается. Безумно интересно было с вами поработать, побеседовать. Еще раз вас с юбилеем, дорогая наша Фатима Сергеевна. Сегодня я вас открыла не просто талантливой комедийной актрисой, но очень человека с тонкой душой, глубоко чувствующий окружающий мир и чутко на него реагирующий. И спасибо вам за ваш талант, за то, что вы любите театр, свой народ, свою профессию, жизнь, и даете нам столько прекрасных моментов, играя на сцене в разных образах. Ну и напоследок еще раз стихотворение закончим на лирической ноте. И на этом попрощаемся с нашим зрителем. До новых встреч. Ну, один из моих любимых стихотворений. Рождественский. Все начинается с любви. Твердят, вначале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озарение, и удача, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. С любви, я это точно знаю. И даже ненависть
родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви.